Всем привет, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале. С вами Астарта Сантия. Сегодня мы будем делать расклад на тему, что он скрывает, о чем он молчит, что вам нужно знать. Посмотрим его эмоциональную сторону, да, о те его переживания, о которых он молчит и вам не говорит. И посмотрим, возможно, что-то есть, какие-то проблемы у него в материальном. Ну, там, не знаю, рабочий момент или еще что-то в жизни, всякое может быть. И, как обычно, напоминаю, что все новинки в описании к этому видео, последние новинки, конечно, прогнозы на март по знакам зодиака тоже уже выложила. И второй канал, который буду потихоньку совсем медленно заполнять, тоже в вашем распоряжении, обратите внимание. Итак, подумайте, что он от вас скрывает, ваш мужчина, о чем он молчит, о чем вам не говорит, а может быть просто вас оберегает от каких-то своих проблем и переживаний, а может быть просто боится вам сказать что-то, поделиться с вами своим наболевшим и своими проблемами. И выбирайте свой вариант. Переходим к первому. Ну что, единички, смотрим вас. Что же он скрывает, о чем вам не говорит? Какие у него есть проблемы, которые он скрывает? И почему? Ну, сейчас посмотрим. Итак, эмоциональная сфера. Те переживания, о которых он вам не говорит, которыми он вас не беспокоит, что сидят у него на сердце и на душе. Ну, во-первых, конечно же, здесь какие-то рабочие моменты. Человек очень много работает. Я бы сказала, даже сверх. Вот как день сурка. Утром встал, пошел на работу, приехал домой, лег спать, опять утром встал, пошел на работу, пришел домой, лег спать. Вот человек очень активно занят работой. Большая часть жизни, да, конечно, я понимаю, что так и говорят, да, большая часть жизни у нас проходит на работе, но вот у вашего мужчины она прям сверх. Вот он этой работой живет, он этой работой болеет, радеет. С одной стороны, а с другой стороны, это уже настолько человек устал, настолько человек вымотан, что уже есть желание все плюнуть и уйти. Уйти с этой работы, где-то даже неблагодарной, и, наконец, зажить нормальной, полной жизнью, стать свободным и заниматься теми делами, которые он хотел бы сделать, но на которые время и сил постоянно не хватало, времени. Дальше смотрите еще что. Также человек, конечно же, он понимает, что, скорее всего, у вас отношения и уже давнишние, есть какой-то срок у вас, ваших отношений. Человек понимает, что он, в принципе, он у вас на крючке. Смотрите, какая красивая карта, да, Амазонка поймала мужчину. То есть человек думает, что, конечно, ваше партнерство, оно уже давнишнее, и вы привыкли друг к другу. Еще и к тому же человек еще и зависит во многом и от вас. Почему? Потому что, скорее всего, вот эти эмоции, мы же здесь смотрим эмоциональное состояние, вот эмоционально он также зависим от вас. И даже где-то он и подпитывается, подкармливается вашей энергией, потому что больше ему эту энергию взять неоткуда. Потому что человек ее сам не вырабатывает, человек ее только тратит, опять же, на работу, на свои какие-то дела, бизнес, вопросы, проекты, планы и так далее. Да, он здесь активничает, да, он здесь прям такой деятельный мужчина-парень, но на самом деле хотелось бы, конечно, ему другого. Он это, может, вам не говорит, просто работает, все-таки выполняет какие-то свои мужские обязанности, обязательства, несет ответственность еще и на работе, и за вас, и понимает, что это делать надо. Как бы он не устал, как бы он не вымотался, да, но все равно многие от него зависят, в том числе и вы, с одной стороны, да, как женщина, которой нужно оберегать, защищать и баловать. И с другой стороны, скорее всего, у вашего мужчины еще есть и подчиненные, либо люди на работе, с которыми он работает в команде, и он звено как одной цепи, разорвав которое может все пойти прахом. В общем-то, мужчина эту ответственность чувствует, и он
делает все, чтобы людей не подвести. Но усталость, скука и все сопровождающиеся его ощущения, самоощущения, внутренние и внешние, они все здесь присутствуют. И такое ощущение, что мужчина уже на данном месте работы, он уже профессионал. И, возможно, здесь еще и нет какого-то некого роста, расширения, некой такой масштабности. И от этого тоже может быть такое угнетенное, угнетающее внутреннее состояние, когда ты вроде работаешь, да, выкладываешься на всю катушку. Например, если он все-таки подчиненный, да, то начальство его оценивает недостаточно, либо вообще не оценивает, не ценит никак все его труды. И такое тоже здесь может быть. Дальше, на материальном. Это мы говорили о его переживаниях и о том, о чем он вам не говорит, не признается. Далее, материальные какие-то его проблемы, трудности. Здесь вот-вот он ожидает разрешения какого-то некого вопроса. Но для разрешения некого этого вопроса нужно решить множественные какие-то мелкие и не очень такие вот заковыристые и не очень какие-то вопросы, договоренности, какие-то препятствия, барьеры порешать. Возможно, есть какие-то люди, которые препятствуют решению этого вопроса, потому что, смотрите, у нас тут карта всадник, мыши и карта мосты. То есть и это все происходит вот прямо вот сейчас у него в жизни. Может быть, еще и поэтому он такой вымотанный и уставший. Потому что вот эти вот множественные вопросы, вот эти мыши, которые портят ему всю малину, они не дают ему жить спокойно. А этот самый проект, эти самые дела, которыми он сейчас занят, они для него как некий новый этап, некий трамплин, который даст ему возможность развиваться дальше, расти, добиваться неких высот, которые он себе поставил, которые он себе наметил, целил, которые он себе планировал. Причем эти все его планы, они достаточно такие долгоиграющие, они имеют и несут за собой для него большие возможности, дадут ему такую многовариантность некую событий, да, для него положительную многовариантность, которая даст ему возможность начать, опять же, некий новый виток, что-то начать заново. Может быть, это будет повышение, может быть, это будет какой-то масштабный, долговременный, долгоиграющий проект, который даст ему возможность дальше расти или выйти на новый уровень там где-нибудь на рынке, там, я имею в виду на бизнес, да, платформе, там, на рекламном рынке, на, не знаю, на строительном рынке, вот на любом каком-то деле, которым он занимается. И причем это вот надо решать вот сейчас, вот сейчас. Также тут, не вижу никаких проблем, кроме каких-то рабочих моментов и бизнес каких-то вопросов. Тут вот, да, в материальном, физическом его вопросе, что он вам не говорит. В принципе, ситуация банальная, ситуация стандартная, судя по картам, ничего такого сверхъестественного. Мужчина занимается своими вопросами, своими проблемами, чтобы обеспечить и жизнь и себе, и своим близким, и несет ответственность за свою работу, за свои проекты и вообще за жизни людей, с которыми он связан. В принципе, нормальная деятельность мужчины, которой он вам не говорит и не отяжеляет вашу жизнь своими заботами, хлопотами рабочими, которые, в принципе, вам и не нужны, дорогие дамы. Это был вот такой вариант для тех, кто выбрал цифру 1. Я вам желаю всего самого наилучшего. Конечно же, самое главное — здоровья и любви. Гармоничной, красивой, счастливой, радостной, благостной, такой богатой, страстной. Всего вам самого наилучшего. Берегите, любите, радуйте, балуйте себя. Берегите своих близких. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И со всеми прощаюсь. Переходим к двоечкам. Ну что, двоечки, смотрим вас. И что ваш мужчина от вас скрывает, о чем молчит, чем не хочет вас беспокоить. Итак,
мы смотрим два плана: его эмоциональные, внутренние переживания, да, и его те проблемы внешние, то есть на физике, материальные, о которых он вам не рассказывает. Итак, эмоциональный план. Мужчина, вы знаете, вот хочется сказать: маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки. Вот это сейчас про вашего мужчину. Такое ощущение, что мужчина, вот он сейчас такой не очень легкий период у него в жизни. Сейчас некий такой период трансформации, когда мужчина переходит из одной стадии в другую, либо из одной ступени на другую переходит. И поэтому сейчас он как бы нуждается в поддержке вашей, нуждается в вашей помощи и нуждается в вашем взаимопонимании. Но он этого у вас не просит. Он надеется на то, что вы сами поймете, сами будете рядом, будете его поддерживать и принимать его таким, каков он сейчас есть. Он много работает, много трудится, пытается заниматься и добиваться каких-то неких высот. И опять же, здесь абсолютная надежда на то, что вы будете в такой позиции принятия и понимания. И что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, вы стерпите и переждете вот этот его период некой трансформации и нового рождения. Мужчина только лишь надеется, он ничего не просит. Он полагает, что вы сами все понимаете, что вам ничего говорить не нужно, что вы уже женщина взрослая, женщина мудрая, дама, девушка, кто угодно. И вы не нуждаетесь в том, чтобы вам все разжевывали, вам все рассказывали. Вы умны и, в общем-то, проницательны по его мнению, по его мыслям. Да? И поэтому ждет от вас этого самого понимания без слов. Сейчас ему сложно, как я уже и сказала, да, и поэтому он прям нуждается в вашей поддержке, в вашей заботе, в вашей любви и в вашей ласке, что вы приголубите, полюбите, накормите, напоите и спать уложите. То есть, а вот осознание, нет у него такого зрелого, четкого осознания того, что раз мы люди взрослые, то иногда можно как бы и поговорить, и поделиться со своим любимым человеком, да, своими проблемами и сказать ему прямо, что вот мне нужно от тебя вот так-то и так-то, потому что у меня вот то-то и то-то, и я хочу вот, чтобы было вот так, и для этого мне нужно вот то и то. Вот он сейчас на самом деле так сказать вам не может. У него нет этого понимания и нет осознания того, что язык придумали для того, чтобы, да, говорить, спрашивать и делиться, да, своими переживаниями и заботами. Вот нет такого понимания, поэтому он ждет от вас вот этой самой проницательности. Ничего такого сверх каких-то проблем, сверх того, что там он что-то страшно скрывает, нет, абсолютно нет, ничего такого. Здесь мужчина вам верен, здесь мужчина семьянин и надеется на вас, на ваше понимание и любовь. Далее, материальные трудности, те, о которых он вам не говорит, и те, которые он от вас скрывает, либо не хочет просто вас этими трудностями беспокоить. Вот как я уже и сказала, вот здесь и вот его переживание, осознание, что новый этап в жизни, да, и что нужно потрудиться, перетерпеть, переждать все трудности. И вот в материальном это то же самое у нас и выходит. Сейчас на какой-то есть у него некий шанс перейти на некий новый уровень, на новый этап. Но почему-то у нас выпала карта Маска, которая нам намекает на то, что здесь есть какой-то некий либо темный кардинал, либо какие-то вещи, бумаги, договоренности, которые пока он не понимает, не сознает, которые от него скрыты, но о которых он однозначно узнает. Дальше у нас идут карты совы, карта мудрости, знаний, да, терпения такого, некой такой тоже
мудрой, спокойной проницательности. Вот здесь у него сейчас есть шанс это все узнать. И смотрите, вот этот шанс, скорее всего, он им еще и воспользуется, он поймет где-то, может быть, даже на интуитивном уровне, что что-то не так, и нужно где-то что-то покопать, разузнать, чтобы его вопрос, его дело, оно разрешилось. Дело все-таки касаемо, не могу сказать, что это прям деньги, переговоры, разговоры или какие-то контракты, уже договора. Нет, это всего лишь, видимо, этап переговоров, когда две стороны пытаются договориться о чем-то. Вот сейчас у него это и происходит, потому что до прям вот сделки некогда, грубо говоря, еще далеко. Здесь еще идут обсуждения, обдумывание, анализ, планирование, тактика и так далее и тому подобное. Но вот самого разрешения вопроса я сейчас не вижу. Он об этом только переговаривается, разговаривает и строит какие-то планы. Планы, причем долгоиграющие, которые должны принести ему в будущем он на это надеется, какое-то положение такое, когда его будут уважать, ценить, когда он будет такой некой популярной и востребованной личностью. Там, я не знаю, если он там, я не знаю, какой-нибудь адвокат, то как раз-таки это некое дело, которое, может быть, его как-то прославит и продвинет его в адвокатской практике, и вообще о нем будут говорить как о хорошем специалисте. Если, например, он какой-то, то же самое, неважно какая-то профессия, если он какой-нибудь, я не знаю, штукатур, то о нем тоже будут много говорить, если он там какую-то эксклюзивную работу сделает в проекте, там, да, в интерьере, в дизайне, то также о нем тоже могут говорить потом по сарафанному радио, он будет популярный и будет востребован в той нише, в которой он работает. Здесь вот прям он надеется на результат, на положительный, конечно же, результат. И смотрите, еще тут выпала карта звезд. Вообще вся эта триада еще вот каким-то тоненькой ниточкой у нас тут идут еще и эзотерические моменты. Если человек, например, верит в такие вещи, либо хочет обратиться, узнать, что от него скрывается, либо то, чего он не понимает, да, вот это вот самое подвешенное состояние, он может просто обратиться к некому практику, и тот ему все расскажет, поможет и подскажет. Вот может сейчас человек вот этими вещами заниматься. В общем-то, ничего тут тоже криминального я не вижу. Человек занят своими работами, проблемами. С вами у него, в принципе, по его мнению, по его разумению, в принципе, все нормально. Партнерство. И партнерство, да, по его планам довольно-таки долгоиграющее. И ставит он на ваши отношения какие-то ставки, планы, планирует там что-то себе на дальнейшее будущее. Вас видит такой красивой, умной, мудрой и, как я уже и сказала, проницательной дамой, да. Если, например, вы практик эзотерик, то он может, кстати говоря, и обратиться к вам со своей проблемой. Прийти и сказать, что я вот так, вот у меня вот то-то и то-то происходит. Вот здесь какая-то тень непонятная, которую я не могу разглядеть. Все тут накрыто каким-то туманом и тенью. И расскажи мне, покажи мне, ну там, грубо говоря, погадай мне. И вот такое может быть, но это проиграется вообще у единиц. В принципе, двоечки, все здесь более или менее гармонично. Тоже никакого криминала не заметила, как и в варианте номер 1. И я вам желаю всего самого хорошего. Самое главное, конечно, здоровья. Будьте любимы, будьте желанны, красивые, счастливы, конечно же. Пусть отношения будут гармоничными, ладными, складными, благостными и долгоиграющими в том плане, чтобы приносили свои прекрасные, красивейшие, ароматнейшие плоды. Ну, это была Астарта Сантея, как обычно. Если видео понравится, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех благодарю, что были со мной. Если нужна частная консультация, то, пожалуйста, все мои
контакты в описании к видео. И с вами прощаюсь, переходим к троечкам. Так, троечки, смотрим вас. И что ваш мужчина скрывает, свои переживания и свои проблемы материально, во внешнем. Итак, смотрите, здесь самый такой сложный вариант выпал. Почему? Потому что тут, скорее всего, будет две трактовки карт. Первое, для всех тех, у кого либо кто подозревает, что есть третье лицо в отношениях. И вот тут, вот здесь, в третьем варианте, вот это самое дело мужчина от вас и скрывает. Причем здесь, вы знаете, я не вижу каких-то его внутренних переживаний, знаете, вот таких вот терзаний, что вот так случилось, что появилось третье лицо. В принципе, мужчина доволен теми отношениями, которые у него есть на стороне. Там мужчина чувствует себя прям таким мужчиной, там у него свобода, там у него страсть, там у него взаимопонимание, там у него так вот он себя очень удобно, вальяжно, очень так вот уютно себя чувствует. Там его любят, там его ходят, там его лелеют, потакают всем его прихотям, желаниям. И здесь единственное, что в вашу сторону, дорогие троечки, здесь мужчина подумывает о том, чтобы, конечно, этот треугольник разорвать, но разорвать не в вашу сторону, увы. Но даже если он об этом и думает, не у всех, скорее всего, мужчина вам об этом прямо пока не сказал. У него пока на это нет ресурса, нет на это сил. Но в планах, дорогие мои, это есть, он об этом думает. Он как-то себе там что-то планирует. Не могу сказать, сделает он это в ближайшее время или нет. Но такие вот задумки в голове у него есть. Потому что дальше смотрим физика. То, что скрывается в материальном, во внешнем мире. Опять же, вот она и выпала. Это соперница, третья сторона, вот лисичка у нас выпала, да. И дальше у нас идут все карты, намекающие на то, что мужчина хочет начать новую жизнь, начать свою жизнь какого-то чистого листа, некий такой новый виток в его жизни. Но сейчас он стоит перед выбором. Как это сделать, может быть, как это сделать грамотно, как это сделать, чтобы в меньшей степени причинить вам боль. Но он об этом думает, и в материальном уже он это как-то где-то что-то планирует. Скорее всего, может быть, даже уже где-то у кого-то и консультировался, брал какие-то консультации, там, я не знаю, у адвоката, у юриста, может быть, если есть совместная собственность, либо еще что-то, то тут он это с кем-то обсуждал. Если собственности нет, то здесь просто речь о том, что он в скором времени, уже вот-вот, может начать вам уже рассказывать, либо как-то подводить разговоры, намекать на то, что отношения уже не те. И так больше продолжаться не может. В общем-то, у меня есть уже любимая другая женщина. Ну, не то чтобы прямо любимая, но там вот прям страсть и взаимопонимание. И я хочу попытаться начать жизнь сначала. То есть вот наводить мосты уже, намекать, склонять вас к тому, что нужно что-то решать с отношениями, он уже может начать вот-вот. И он это очень планирует, так вот очень грамотно, чтобы все это было по уму, не с кондачка, а вот прям там себе какие-то стратегии разрабатывает и планирует. Такой вот хитрый, продуманный, в то же время в некотором роде даже ответственный мужчина. Дальше давайте посмотрим для всех тех, у кого нет третьего лица. Потому что не у всех это может проиграться, но тут вообще такой красной горящей лампой, горящей линией у нас идет намек на то, что есть это самое третье лицо. Но давайте протрактуем для двух вариантов. Итак, для тех, у кого, конечно, этого третьего лица нет, переживания мужчины внутренние, да, о которых он не говорит, которые он скрывает. Мужчина хотел бы, знаете, вот понимания и легкости, заботы от вас. Мужчина хотел бы, чтобы отношения были легкими, страстными, чтобы в отношениях не было отягощенности, чтобы отношения не были
как-то вот так отягощены какими-то проблемами. Он хочет и стремится к тому, чтобы чувствовать себя с вами вот настоящим мужчиной. Чтобы, например, вот такое ощущение складывается по картам, что вы прям очень сильно над ним носитесь. Вот как наседка, вот как написанная торпой. А он хочет, чтобы чувствовать себя рядом с вами не так, не как будто бы он ваш сын, а как будто бы он ваш мужчина. Добытчик, мужчина, который прям вот мужчина с большой буквы, который он самостоятельный, он способен решать какие-то все ваши бытовые и не очень проблемы. Мужчина страстный, мужчина, который эти отношения ведет, и он боится. Тут еще куча страхов идут еще и параллельно. Страхи, скорее всего, идут родом из детства. Но с вами он хочет от этих страхов избавиться. И, опять же, как я уже и сказала, быть свободным, чувствовать себя прям мужчиной с большой буквы. Также смотрите, что тут еще может быть. Если, например, когда-либо были проблемы, связанные с интимом, то вот здесь еще мужчина об этом думает и прямо сильно на эту тему заморачивается. Если вдруг у кого-то такое случалось, то, пожалуйста, обратите на это внимание, как-то так грамотно, тактично скажите мужчине, что всякое в жизни бывает. И не ты первый, не ты последний, и так далее. В общем, вы, как женщина мудрая, знаете, что сказать и как своего мужчину успокоить. Далее, что у нас во внешнем, да, что на физике. А вот здесь опять мужчина стоит перед неким выбором. Не то чтобы выбором, но мужчина планирует свою жизнь изменить. Уйти с одной дороги, повернуть на другую. И та другая дорога, она должна быть кардинально новая. Она должна быть успешная, она должна быть богатая, она должна быть сытая и, конечно, счастливая. На этом новом пути, который он себе планирует, а планирует он каждый свой шаг, каждое свое слово, чтобы эту жизнь развернуть, да, так, как он того желает, так, как он то видит и так, как он планирует. Этот новый виток, шаги к которому он уже предпринимает, уже он что-то делает. Этот новый виток должен дать ему некий успех и почитание, и уважение. Там он надеется обрести то, к чему он стремился. Там прерывается видео, там, конечно, должен быть успех. Успех, почитание, уважение и некий такой, конечно, достаток. И положение социальной ступени, оно, конечно, будет выше от этого, и доход, и вообще самоощущение, самоуважение у него поднимется. И вот такой у нас вышел вариант номер 3. Троечки. Я вам желаю всем любви, взаимопонимания, уважения, гармонии, любви страстной, красивой, легкой, гармоничной, романтичной. Это была с вами Астарта Сантье. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал, мои видео вам чем-то помогают, поддерживают, подсказывают. Если кому-то нужна частная консультация, то все мои контакты в описании к этому видео. Пишите в Инстаграм или на почту. И всего вам самого наилучшего. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.